Тема нашей конференции, которая приурочена началу второй годовщины геноцида езидов 3 августа 2014 году началось. Я отмечу, что геноцид продолжается, он не закончился. Вот. И тема это 21 век, геноцид езидов и других религиозных меньшинств в Ираке со стороны террористической организации ЕГЭ. Вот. Казалось бы, мы живем в 21 веке, в цивилизованном мире, когда после трагических событий в 20 веке была создана Организация Объединенных Наций, которая была призвана для поддержания безопасности в мире. Но, к сожалению, несмотря на это, такому преступлению, как геноцид, имеется место в нашем мире. И очень прискорбно, что до этого геноцида мало кто знал о езидах. И кроме этого их часто относили к курдам, поэтому мало кто езидов знал. Сегодня речь идет о массовом истреблении езидов Ирака по религиозному признаку. По данным доклада ООН, террористическая организация Даиш не пощадила ни одну общину в Ираке. Насилию подвергались не только езиды, но и христиане, туркмены, саби и мандеи, курды, шииты, также представители других общин, в том числе и умеренные сунниты. Вот. По сути, мы видим, как в Ираке разрушается вот эта этно-религиозная вот эта общность, разнообразие. Вот. Но наибольшим репрессиям со стороны Даиша подверглись именно езиды. Согласно тому же докладу, действия, совершаемые этой группировки в отношении езидов, направлены на то, чтобы уничтожить езидов как группу и могут быть квалифицированы как геноцид. Вот. И самое страшное то, что этот геноцид продолжается до сих пор. По некоторым данным, больше 3000 езидов, то есть женщин и детей, находятся в плену. Женщины используют как секс-рабы, а детей как шахидов, направлено на то, что террористические операции совершают. Вот. Мы как езиды по национальности, как граждане Российской Федерации, не могли стоять вдали от этих трагических событий, поэтому цель нашей встречи, сегодняшнего мероприятия, это привлечь внимание российской общественности, а также призвать Россию на помощь этому маленькому народу. Мы знаем, что Россия активным образом, российский ВКС, принимает участие в борьбе против Даиша. Известно также, что одной из целей этой организации террористической – дестабилизация Северного Кавказа, также и в Средней Азии. Вот. И поэтому мы, езиды, поддерживаем руководство нашей страны в борьбе против этой группировки. Также необходимо вести контрпропаганду, которая содержала бы альтернативу идеологии вербовщиков из этой организации на территории Российской Федерации. Тем не менее, запрещенная, мы знаем, что в 2014 году Верховный суд признал эту организацию как террористическую. И эта запрещенная организация в России продолжает быть привлекательной для некоторых групп населения, что делает еще более опасной. Например, вчера нашими спецслужбами была пересечена деятельность вербовщиков этой группировки в Челябинской области, Свердловской, а также в Тюменской области. То есть они активно ведут работу, вербуют, то есть своих сторонников. Вот. И перед тем, как передать слово Рустаму Разгояну, хотел бы сказать, что, к сожалению, сегодня с нами Самвел Ахучев не присутствует из-за того, по семейным обстоятельствам, но он нам отправил видео своего выступления на площадке информагентства «Аргументы и факты» касаемо данной тематики. Вот. И мы, конечно, после того, как Рустам выступит, покажем вам отрывок из его выступления. Вот. Ну, конечно, позвольте
позволите, я хотел бы несколько слов сказать о нашем госте, Омска. Рустам специалист в области международных отношений, окончил Сибирский институт международных отношений и регионоведения с отличием. В данный момент он работает главным редактором русскоязычного отдела международного информагентства «Визит и пресс». Пожалуйста, Рустам. Добрый день, дорогие друзья. Прежде всего, позвольте выразить слова искренней благодарности организаторам данного мероприятия, Езидскому национальному культурному центру, Центру народного единства, а также Ассамблее народов Челябинской области за возможность выступить в том числе и на данной площадке. Думаю, что многих присутствующих интересует вопрос прежде всего, кто же такие езиды? Езиды – это один из древнейших народов ближневосточного региона со своей самобытной уникальной религией, которая неоднократно становилась объектом нападок со стороны различных радикальных группировок. По подсчетам езидов они выдержали 74 геноцида, но не отказались от веры предков. Езиды, будучи одним из самых многочисленных народов Ближнего Востока, превратились сегодня в угнетаемое меньшинство, численность которых сегодня едва достигает 1 миллиона человек. Исторически езидские племена компактно проживали на территориях современного Ирака, Сирии, Ирана и Турции. Согласно переписи населения России 2010 года в нашей стране проживает 40 580 человек, причисляющих себя к езидскому этносу. Во многом это потомки османских езидов, нашедших убежище в России и бежавших в 1915 году от очередного геноцида со стороны турецких властей. Как вы знаете, в этот период в османской Турции проводилась массовая резня немусульманских народов, и в лице России эти народы видели своего освободителя и защитника. Турецкий исследователь профессор Ахмед Гокчен, анализируя архивные документы Османской империи, в своей фундаментальной работе «Езиды в архивах Османской империи» утверждает, что из-за массовых репрессий по отношению к езидам были убиты миллионы езидов, еще несколько миллионов были насильственно исламизированы. Именно поэтому во всех русско-турецких войнах езиды всегда поддерживали Россию и непосредственно переходили на ее сторону. Так, в ходе очередной войны с турками в 1828-1829 годах на сторону России перешли сотни езидских всадников. Князь Чакчавадзе в своем рапорте графу Паскевичу от 15 сентября 1828 года пишет, что всадники езидского лидера Гасан-аги, цитирую, «всеми мерами стараются доказать свою преданность. Они везде первые бросаются в огонь». И простой пример, если в России езиды сохранили свою идентичность, религию и культуру, и так или иначе сумели интегрироваться в общество, то в Турции в результате гонений и бесчинств езидов фактически не осталось. И казалось бы, все эти зверства остались в прошлом. С наступлением 20 века езиды связывали большие надежды на мирное небо над головой. Но, к сожалению, все их надежды оказались всего лишь иллюзией. В ночь со 2 на 3 августа 2014 года, когда на юге Шангала, это регион на севере Ирака, террористы Даиш только-только начинали свои атаки, 11 тысяч курдских пешмерга, в основном из Демократической партии Курдистана, которые были развернуты в регионе, начали отступать, не предупредив мирное население и не обеспечив их эвакуацию. Те солдаты, которые отказывались подчиниться приказу, были убиты. Это со слов очевидцев все задокументировано. Есть непосредственно видео. Стоит отметить, что накануне этих событий курдские спецслужбы под предлогом защиты отобрали у населения оружие, оставленное им иракской армией. Даиш атаковал одну деревню за другой, а местные соседи езидов, к сожалению, поддержали наступление террористов. Езидские добровольцы в течение нескольких часов защищали свои деревни и дома, но, к сожалению, когда закончились боеприпасы, они вынуждены были с остальными езидами бежать в город, где оказались блокированы террористами при температуре плюс 40 градусов по Цельсию. Около 60 тысяч езидов провели там несколько дней в ожидании спасения. Многие из них погибли из-за отсутствия пищи и воды. По данным ООН, в городах и деревнях Шангала были убиты более 5000 человек. До 7 тысяч женщин и детей угнаны в рабство, где они подвергаются систематическому насилию. По различным данным, около 1000 езидских детей проходят подготовку в лагерях Даиш, где из них готовят будущих смертников. В освобожденных районах Шангала найдено более 30 массовых захоронений, где покоятся мужчины, женщины и, к сожалению, дети. Несмотря на призывы со стороны езидского сообщества, ООН не предоставила никаких экспертов для сохранения доказательств и документирования массовых захоронений с целью дальнейшего использования в уголовных преследованиях террористов.
В одной из братских могил на юге Шангала найдены останки 80 езидских женщин. Около 120 останков найдены в другом массовом захоронении, расположенном недалеко от города Шангал. Свыше 400 тысяч езидов вынуждены были покинуть свои дома, и теперь они проживают в лагерях беженцев в нечеловеческих условиях и без каких-либо средств к существованию. Коварный план по уничтожению езидов, видимо, оказался успешным. После 3 августа 2014 года Ирак покинули свыше 100 тысяч езидов, что составляет 20% от общей численности езидского населения. Через Турцию и Средиземное море многие езиды стремятся получить убежище в Европе. Такими темпами специалисты считают, что через 5-6 лет в Ираке не останется езидов. По мнению главы комиссии ООН по расследованию ситуации в Сирии Пауло Пинейро, это геноцид, и он продолжается. И этот геноцид уже признал Совет по правам ООН, Парламентская ассамблея Совета Европы, правительство США и парламент Великобритании. Особую озабоченность у езидов вызывает безнаказанность лиц, отдававших приказ о подступлении 11 тысяч солдат. С момента геноцида прошло 2 года, но все лица, виновные в этой трагедии, до сих пор находятся на свободе, а некоторые вовсе пошли вверх по служебной лестнице, получив различные награды и звания. И все это происходит, несмотря на обещание президента иракского Курдистана Масуда Барзани привлечь к ответственности всех ответственных. Один из членов Центрального комитета ДПК Али Авни неоднократно заявлял, что пешмерга пренебрегли своим долгом и отказались от своих позиций, отступив из Шангала. Сегодня в неспокойном ближневосточном регионе с молчаливого согласия международного сообщества продолжается истребление езидов и христиан, уничтожаются памятники материальной культуры, являющиеся объектом наследия всего человечества. Успешные попытки России сломать хребет международному терроризму, к сожалению, расцениваются ведущими западными державами как препятствие на пути становления демократии в ближневосточных странах. Делая из террористов умеренных оппозиционеров, Запад на протяжении нескольких лет предоставлял им новейшее вооружение, что стало причиной все нарастающей мощи Даиш. Невозможно использовать двойные стандарты в борьбе с международным терроризмом. В противном случае будет как в Ираке, где религиозные меньшинства вынуждены покидать свою историческую родину, что является угрозой их существованию. Единственным выходом сложившейся ситуации является создание зоны безопасности на территориях проживания езидов, христиан и других меньшинств с вводом международных сил. Таким образом, можно будет защитить не только религиозные меньшинства, но и решить давний конфликт, который существует между Багдадом и Эрбилем за так называемую спорную территорию. Спасибо за внимание. Спасибо. Самый главный доклад. Вот. Ну, перед тем, как показать видео, как Самвел Мамадович хочу выступать, хотел бы несколько слов сказать. Самвел Кочуян известный российский ученый, правовед, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина, академик РАЭН, автор более 150 работ по уголовному праву. Также является председателем Общероссийской общественной организации «Езидский конгресс», первая федеральная езидская организация Российской Федерации. Можно, да? Первая федеральная езидская организация российских езидов. Надеемся, что будем со средствами массовой информации России сотрудничать, поскольку одной из целей создания этой организации является информирование российской общественности, государственных органов Российской Федерации о положении езидов как в России, так и за пределами России. В первую очередь, конечно, в Республике Ирак. В Республике Ирак, потому что там проживает самое большое количество езидов. И вы знаете, что езиды — это главная цель террористов, исламского государства, мишень, главная основная — это езиды. Самая большая немусульманская группа населения в Республике Ирак. И, конечно же, положение езидов, информирование, действительно, положение езидов, это тоже, в общем-то, является целью, в том числе, деятельности Езидского конгресса. Ну, а начинать я бы хотел с краткого описания ситуации, которая имеет место сегодня в Ираке.
Вы знаете, что 16 июня 2006 года, этого года, специальная международная независимая комиссия по расследованию в Сирии, так называется эта комиссия, она была создана Советом Безопасности, опубликовала доклад, который называется «Они пришли, чтобы уничтожить». Двоеточие преступление ИГИЛ против ИГИЛ. ИГИЛ – это аббревиатура, вы знаете, запрещенная в России и во многих других государствах. Это российская организация под названием «Исламское государство». И в этом докладе сделан однозначный вывод, бесспорный вывод по поводу того, что все, что произошло с ИГИЛом, это есть преступление геноцида. Это конвенция 1948 года. И весь трагизм ситуации с ИГИЛами заключается в том, что вот до сих пор мы говорили и говорили о преступлении геноцида в истории человечества, с момента принятия конвенции 1948 года, по факту. После того, как это преступление исключено, посвящено. А вот с ИГИЛом как раз ситуация иначе. Преступление геноцида до сих пор продолжается. Вот комиссия ООН так и зафиксировала. Геноцид ИГИЛа продолжается. То есть 2014 года геноцид начался 3 августа 2014 года. До сих пор геноцид продолжается. И такой вот грустный день. Да, в 1914 году произошел первый геноцид по религиозному признаку, армянский геноцид в Османской империи. Ровно через 100 лет еще один геноцид, и первый геноцид в 21 веке по религиозному признаку геноцид езидов. Потому что поводом для уничтожения езидов является их религия. Они находятся в мусульманском окружении, они не исповедуют ислам, они не являются людьми Писания, ни христианами, ни иудеями, значит, они дьяволопоклонники. Значит, они подлежат физическому истреблению. Вот такова философия, идеология терроризма и террористов. Говоря о докладе комиссии ООН, хочу сказать, что есть там две важные рекомендации, и я бы хотел, просто через средства массовой информации, довести до сведения российской общественности, да, вот эти две рекомендации государственных органов, которые мы очень надеемся, что наше государство, российское государство, да, которое действительно находится в состоянии войны с террористической организацией, во всех смыслах, во всех отношениях в состоянии войны. И здесь первая рекомендация, она заключается в том, чтобы государства мира признали геноцид и осудили геноцид езидов. И вот первая рекомендация, она касается, как раз заключается в том, чтобы мировое сообщество признало этот геноцид и осудило этот геноцид. Вот Езидский конгресс, о котором я вам говорил, уже внес предложение в Государственную Думу по поводу того, чтобы Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации все-таки включил в повестку заседания, одного заседания вот этот пункт, это был вопрос, но правда вы понимаете, что сейчас достаточно сложно это организационно вот это все претворять, реализовать, в связи с тем, что у нас предстоят новые выборы Государственной Думы. Но это очень необходимо для нас, знаете почему? Потому что ведь как бороться с ИГИЛом? Надо показать, говорить о преступлениях, которые совершает эта организация. Это очень важно для, в том числе, мусульманского населения России, Северного Кавказа, других регионов. Потому что, вот в качестве примера могу привести опыт британцев, да, вот они просто привезли в Бирмингем, а вы знаете, это самый мусульманский город в Англии, на Британских островах, Бирмингем. Они привезли на встречу с общественностью тех девушек езидских, которым удалось вырваться из плена игиловского. И вот когда они рассказывали на встрече с мусульманской общественностью Великобритании о том, что с ними совершили игиловцы, понимаете, девочки и мальчики, старшеклассники подходили, плакали и извинялись за то, что мусульмане совершили с ними. Поэтому бороться с ИГИЛ в том числе надо показывать те массовые преступления, которые охватываются вот этим понятием. Между прочим, вообще в праве международном геноцид — это преступление преступлений. Это самое тяжкое преступление. Вот мне, как юристу, специалисту в области уголовного права, несколько
Обидно за то, что наш Верховный суд, когда в конце 2014 года принимал решение о признании ИГИЛ террористической организации и запрете деятельности этой организации на территории России, перечислил все преступления, которые были совершены, то есть как основание, да, для такого решения о признании этой организации террористической, но ни слова не было сказано о геноциде. Поэтому я считаю, что наши государственные органы, наш парламент, мне кажется, должен быть заинтересован в том, что этот геноцид езидский был признан и осужден. Ну и вторая рекомендация это по поводу того, что все-таки надо создавать либо специальный трибунал международный, либо передать дело в Международный уголовный суд. Потому что далее терпеть вот это положение вещей, то есть не проводить расследование, не выявлять тех, кто виновен в совершении этого преступления, не привлекать к суду тех, кто совершил эти преступления. Далее просто нельзя далее с этим вопросом тянуть, и поэтому вот вторая рекомендация, но как она будет реализована, это уже зависит от Совета Безопасности, потому что ситуация такая. Республика Иран не является участником Международного уголовного суда. Вот как ни странно, смотрите, геноцид признан Конгрессом США, Нижняя палата Великобритании, Европалата, ПАСы, а Ирак не признан, не осудил. Удивительно. И к тому же не является участником Международного уголовного суда. И получается, что комиссия ООН по расследованию в Сирии предлагает в обход позиции Ирака дело через Совет Безопасности передать в Международный уголовный суд. Вот если бы Ирак был участником Международного уголовного суда, конечно же, непосредственно Ирак мог передать это дело в Международный уголовный суд. Так что вот, получается такая парадоксальная ситуация. На словах все борются против ИГИЛ, а вот когда надо на деле осуждать, принимать соответствующие резолюции, привлекать к ответственности, к сожалению, эти разлады получаются в позиции международного сообщества. Вот эти две рекомендации, которые, собственно, я хотел довести до вашего сведения. Ну, спасибо за внимание. Можно конец паузу сделать? Об одном человеке расскажу. Вот рядом с Самвелом вот, разговаривал, сидит уникальная тоже легендарная личность, его зовут Хайдар Шашов. Он как раз вот, была вот эта конференция на площадке АИД. Он приехал из Ирака, это командир силы обороны, ну, ополчения езидов. Под его командой находится 8 тысяч бойцов. Вот. Он сам гражданский, вот, сам из Германии, из езидской общины. Вот. В данный момент в Германии, то есть самая большая езидская община в Ольденбурге, в Бремене и других. Вот. И он приезжал как раз на этой конференции, по времени, Самвел Мамадович как раз переводил его речь, то есть он рассказывал о ситуации, какова ситуация в данный момент в Шангаре, то есть на севере Ирака, какие там меры предпринимаются.